Но если говорить о Чеченской Республике и той войне, которая тогда началась, мы уже переименовали нашу республику Чеченская Республика Ичкерия, то это была не война, а это было, как вот называлась она, наведение конституционного порядка на территории Чечни. То есть они считали, что территория Чечни является частью России. И они вторглись и убивали все, что на их пути встречалось. Расстреливали с самолетов, закидывали нам бомбы, закидывали снаряды, а потом ловили людей, мучили их, расстреливали, упражнялись, как в них попадать. Есть такие кассеты, где это видно, как они сами хвастались и это делали. То есть это было зверье настоящее, это были не люди, мы их не считали за людей уже. Этих воинов, которые хотели навести конституционный порядок на территории суверенного, независимого демократического правового государства, которое мы воссоздали по праву в 1991 году при развале Советского Союза. То есть мы не встречали там людей. Мне приходилось встречаться с ними на самом высоком уровне, вплоть до, скажем, кроме Ельцина, остальными. И я видел, как они себя вели и на переговорах, и на встречах. Это люди были уже потерявшие облик человека. Он подсознательно было только одно, что они только являются вершителем мира, это миссия, которая должна показать, как нам жить. Мы с этим, конечно, не были согласны. Многие не знают, что Россия организовала против нас 5 агрессий. И не знают, что в 4 агрессиях Россия потерпела поражение. То ли политическое, правовое, то ли военное.